Добрый день, уважаемые зрители. С вами программа «Горизонт подей», и в студии Дарья Трайден и культуролог Ольга Романова. Ольга занимается советской и постсоветской культурой, и за минувшие 3 недели мы рассмотрели уже разные проявления советского в нашей жизни на уровне идеологических установок, которые остались в массовом сознании, на уровне символов, на уровне отношения к бизнесу, экономической ситуации в целом. Сегодня у нас эфир, который должен завершить анализ тех трансформаций, которые претерпела советская в нашей сегодняшней ситуации. И мы проговорим про то частное и личное, что не спускалось сверху, что определяло межличностные отношения между людьми. И у меня есть тезис, что очень многие практики отношений с советских времен у нас остались в измененной форме, неочевидной, но тем не менее. И поскольку я знаю, что вы очень тесно работаете с анализом советского кинематографа, то, может быть, имеет смысл рассмотреть это на уровне советских фильмов. То есть эпоха ушла, но для многих современных белорусов ролевые модели по-прежнему находятся в таких фильмах, как «Кавказская пленница», «Служебный роман». Их любят многие, и насколько они отвечают ценностям сегодняшнего дня и современной Беларуси? Насчет того, что советское кино до сих пор предлагает какие-то ролевые модели, мне кажется, это очень сильный тезис. Я бы хотела его немножко релятивизировать, что ли. Мне кажется, что люди, которые сегодня смотрят советское кино, смотрят его в основном люди поколения, молодость или зрелость, которая пришла на советский период, на период застоя, они, конечно, смотрят в первую очередь с ностальгией. То есть здесь речь идет не о ролевых моделях, а скорее о ностальгии. А вот ностальгия по советскому — это очень интересный конструкт, вот сегодняшний. Потому что вот ностальгия, наверное, что-то определяет, она что-то в людях такое вызывает, что заставляет их, может быть, даже не замечать реальность, не замечать, как реальность изменилась. Потому что, как ни странно, я бы даже с ностальгическим дискурсом связала попытки реабилитировать сталинский период, которые периодически возникают, когда говорят, что да, Сталин жесток, да, он уничтожил много людей, но какая великая страна в итоге получилась, мы же победили в войне. Вот эта риторика, она постоянно возобновляется, и в этом возобновлении, мне кажется, просвечивает вот эта ностальгия. Но ностальгия не по сталинским временам, а ностальгия по застою, по тому времени, как раз когда власть в какой-то мере отстала от людей, она разрешила им жить своей частной жизнью. То есть застой — это время вот как раз, на которое пришлась молодость, части современного постсоветского населения, у кого-то на этот период пришлась зрелость. Это был такой относительно благополучный период, если сравнивать со всеми предыдущими годами. И вот каким-то образом вот это вот представление о золотом веке советского периода схлопывается с представлением о Сталине. То есть вот не о ролевых моделях, в общем, я к тому все-таки мне кажется, что Советский Союз в период застоя и в период Сталина — это очень разные государства, и ностальгия по ним обусловлена тоже разными причинами. Вы сказали, что белорусам хочется почувствовать величие страны, сопричастность к чему-то мощному. И получается, что у нас есть такая вот ментальная черта думать не о собственном комфорте, а о каких-то таких вот великих идеалах и совершать какую-то экспансию, как это делал Советский Союз. Это характерно вообще для белорусов? Вот когда говорят о каких-то осколках советского, которые присутствуют в постсоветском. Говорят не о нас, конкретно белорусах, говорят о таком общем опыте всех постсоветских стран,
При этом каждая страна с этим опытом разбирается по-своему, да, все равно у нас там разные совершенно пути. Здесь важно, наверное, сказать вот что. Когда мы говорим о том, что советского, да, осталось вот в современности, на самом деле нужно говорить не о том, что советский человек сохранился и воспроизводится. Да, была такая идея. Была такая идея, что вот Советский Союз ушел, а советский человек каким-то образом остался, да, и он воспроизводится вот со всем этим комплексом имперского величия, да, патернализмом, инфантилизмом, да, он из поколения в поколение каким-то образом воспроизводится. На сегодняшний день, наверное, нужно сказать, что нет, да, не воспроизводится, но воспроизводятся институты, да, воспроизводится административно-командная система, попадая в которую люди должны себя вести по определенным матрицам. То есть советское в постсоветском сейчас присутствует на уровне институтов. Это работает так. И так, чтобы уже вот не говорить совсем абстрактно, мне кажется, что это то, с чем мы сталкиваемся, в общем-то, в нашей повседневной жизни. Да? Вот стоит пойти, не знаю, в поликлинику, попасть, не дай бог, в больницу, с какими-то осколками советского отношения вы там обязательно столкнетесь. Да? Это иерархия, это отношение, если говорить о больнице, к вам как представителю населения, да, которое не имеет там, своего разума и делегирует свое тело врачам, оно не имеет права голоса. Это объект, да, который врачи, не спрашивая его, должны вылечить, да, то есть человек, который попадает в эту систему, он оказывается внизу самым, да, как некий объект, с которым будут там что-то делать. Вот. Там похожим образом работают все административно-командные структуры, да, там есть некая иерархия, есть какие-то правила, и есть объектность каждого, кто стоит там ярусом ниже. Хорошо, вот если спуститься с уровня госуправления, вот эти вот системные заимствования, о которых вы говорили, насколько они отражаются потом на межличностных отношениях людей, которые в данный момент не представляют какие-то социальные роли представителей власти, а общаются друг с другом как вот человек-человек? Потому что в этом же тоже прослеживается бытовая грубость, и это насилие, которое начинается еще там, на системном уровне. Ну вот такое насилие человек-человек, да, когда один человек, который имеет власть, а другой объект, оно работает во всех иерархических, да, каких-то системах. И если там говорить о том, что там современное образование это тоже в каком-то смысле иерархическая система, там государственное образование, то там значительно чаще можно столкнуться с грубостью, чем ну, в каких-то там, не знаю, других местах, там, в образовательных проектах. Ведь очень многие образовательные проекты появляются как альтернатива именно вот этим иерархическим отношениям, да, где пытаются выстроить горизонтальные отношения, в том числе там, между преподавателями и студентами. Или там, лектором и публикой, если говорить о публичных лекциях. Другой вопрос, насколько это переносится на частные отношения вне структур. Да? И вот здесь интересно, потому что мне кажется, что вообще, когда говорят о том, что наследуется вот эта административно-командная система, на самом деле она видоизменена, да, но ядро какое-то, да, вот такое, сам принцип работы остался. Все-таки надо иметь в виду именно ситуацию застоя, да, то есть если уж говорить о том, что вот эти осколки советского, которые крутятся, да, что-то наследуют, они наследуют именно ситуацию застоя, да. Ситуация застоя была такая ситуация, когда людям как раз разрешили жить частной жизнью. Они должны были участвовать в ритуалах. Все государственные ритуалы, они бюрократизировались до нельзя, там язык стал совершенно параноидальный окончательно, но люди умели его воспроизводить, но они не делали это дома на кухне. Им достаточно было прийти, поучаствовать в ритуале и дальше жить своей частной жизнью. Вот классический пример, как люди отмечали там, не знаю, до 9 мая на даче, сажая картошку, да? В лучшем случае приобщаясь к параду по телевизору. Вот. И эта традиция, между прочим, во многом осталась, да, до сих пор. То есть
Поэтому говорить о том, что сегодня тоже существует такая цепная реакция насилия, которая сверху вниз пронизывает там, от верхов до отношений на уровне семьи, но это слишком сильное утверждение. Другой вопрос, что могут также наследоваться через опыт там, наших родителей, родителей наших родителей, такие отношения в семье, которые выстраиваются по двум матрицам. Во-первых, это матрица такая патриархатная, да, вот этот специфический советский патриархат, когда женщина выполняет такой двойной контракт. Да, она и работает, потому что она эмансипированная женщина, она и обслуживает семью, потому что она там, придерживается традиционалистских ценностей. Эта система может, на самом деле, гармонично там, существовать, да, но при этом она, как только ее члены пытаются поменять роли, да, она может там, рождать насилие, да, она потенциально очень конфликтна. И второй момент, который в государство, в людях, ну, на мой взгляд, да, по моему такому опыту, даже не сколько исследовательскому, сколько человеческому, воспитало, даже в период застоя, да, но оно уходит туда дальше, конечно, в сталинский период. В семьях, там, не знаю, многих семьях, да, наших родителей, родителей наших родителей, отношения с детьми, например, строились по тому же принципу, как государство строило отношения с населением. То есть опять это иерархические отношения, да, и это вот эта объектность такая. Вот, да, о детях я хотела бы поговорить отдельно, потому что о советских детях существует такой вот стереотип, что это ангелочки с красными галстучками, которые думают о высоком и слушаются родителей, там, не знаю, читают умные книги и потом притворяют это разумное, доброе, вечное в жизни. Но в поздний советский период уже появлялась и другая репрезентация детей и юношества. Ну, та же книга «Чучело», которая вскрывает пласт такого насилия группового над личностью. А современных детей и молодежь принято критиковать, что, собственно, все идеалы утрачены, связь поколений разорвана, дети ловят покемонов, и сколько это может продолжаться. Насколько в таком вот желании вернуть детей в семью прослеживается патернализм, о котором вы говорили. То есть это действительно забота о передаче каких-то моральных устоев, которые действительно важны. Либо это про то, чтобы присвоить себе личность ребенка и иметь возможность им управлять. Это вы говорите про теперешнюю ситуацию? Да, вот. Да? Мне кажется, вот в этом вопросе как минимум три, да, и вот если их так расчленить, ну, сначала вот советское детство, да, и то, как его репрезентировало кино, и чем он отличается, там, образы из фильмов, да, там, от реальности, да, это первый вопрос, на самом деле, на диссертацию. Здесь нужно вот такой очень важный тезис проговорить, да, что когда мы говорим «советский человек», «советское детство», «советский ребенок» и «советская культура», да, мы оперируем такими очень большими конструкциями, да, которые не очень-то хорошо ложатся на историческую реальность, да, потому что Советский Союз существовал долго, в нем были разные периоды, и, соответственно, там через советскую культуру формировали или ей формировались разные поколения. И у каждого поколения свой опыт детства. Да? И, соответственно, каждый советский период по-разному обращался, там, с разными целями обращался к фигуре ребенка и встраивал ее там, в разные сюжеты. Да? Там, соцреалистический кинематограф выстраивал вот эти образы, как вы сказали, ангелочков в красных галстуках, как образ идеального советского человека, да, потому что маленький человек, он не знал дореволюционного прошлого, он ничем не испорчен, и, соответственно, с него взрослые могут брать пример. То есть вот такая конструкция, которая проходит там из ряда в ряд. То есть именно вот маленькие прекрасные пионеры, не такие уж они ангелочки, потому что они должны уметь сдавать врагов, да, определять шпионов. Все не так просто. Да. То есть это боевые ангелочки. Вот. Ну, примерно так вот их видел кинематограф там, 30-х годов. Если говорить о предперестроечном кино, да, то здесь образ детей и образ молодежи уже начинают рисовать наш страх перед будущим, ну или там
советский страх перед будущим, потому что понятно, что все разваливается, да? Что после Советского Союза не знает никто. Мне кажется, что вот этих перестроечных молодежных драмах, да, которые выходят одна с другой, то есть там Чучело как бы предварило, да, целую серию молодежных драм. Это и, там, не знаю, «Меня зовут Арлекино», и «Маленькая Вера», или там «Плюмбум и опасная игра», то есть очень много фильмов. В этих всех фильмах где-то на такой подкорке есть очень сильный страх капитализма, да, есть очень сильный страх будущего, и, соответственно, вот эти страшные дети, да, они показывают, или там молодежь, которая уже не поддается контролю, неформалы, они показывают скорее вот эту тревогу перед будущим, когда кино говорит, что с молодежью происходит, мы не можем с ними совладать, да, они, в общем-то, не наши, да, инопланетяне их называли в критике. То есть получается, что когда в кино есть образ ребенка, он там использован для чего-то, да? И это разные конструкции. Поэтому, когда мы говорим о детстве в кино, мы должны эти конструкции все воспроизводить. Мы должны говорить скорее о них, да? И ни в коем случае, конечно, не о реальном детстве. Теперь о реальном детстве, да? Мне кажется, что есть огромная разница между там детством послевоенного, да, поколения и там детством вот как раз там пришедшимся на период застоя. Возможно, общее между ними все-таки, да, то, что школа, да, там, пионерская организация пытается каким-то образом вписать там ребенка в какие-то рамки и научить его жить вот в этих ритуальных, да, таких оборотах советских. Вот. Насколько это реально меняло детей, вот для меня вопрос открытый. Потому что, например, из моего поколения одинаковым образом вырастали анархисты, да. Все были пионерами. Нонконформисты, конформисты, да, и люди, которые там встроились сейчас в постсоветскую систему, как раз и занимают там в иерархии вот как раз там какие-то руководящие посты. Поэтому... Ну, а если вот обратиться к более раннему периоду, где можно было, допустим, вырасти, думая как анархист, но нельзя было проявить свою анархистскую идентичность, потому что это было очень чревато. То есть, ну, все-таки, наверное, имеет смысл говорить о том, что такое воспитание наносило системный вред детям, потому что там та же книга «Завтра была война» Искры Полякова и ее очень авторитарная мать, которой вообще не была возможна никакая человеческая близость. Это раннесоветская идея о том, что детей, в принципе, нужно отчуждать от родителей, потому что процесс семейного воспитания — это вредно, это не по-коммунистически, и там дети должны выращиваться вместе в специальных учреждениях. Но это же не могло не наложить отпечаток на массовое сознание, и в том числе на тот общий идеальный образ советского ребенка, который представляют современные люди. То есть они же не раскладывают это так по периодам, как вы. Когда они думают о советских детях, они представляют определенную картинку, наверное, собирательный образ из всего, о чем вы рассказывали. И вот этот ребенок, который им рисуется, он, мне кажется, гораздо менее пугающий, чем те дети, которых они видят сегодня, потому что это неуправляемые индивидуалисты в большинстве своем. Ну, опять-таки, они складывают целостную картинку. Мы уже говорили о том, что эта картинка мифологичная и тоже появляется в связи с чем-то, да, и появляется она именно в ностальгическом этом дискурсе. Да, это вот первый важный момент. Вне его она не существует, потому что нет обоснования, да, потому что ребенок это, ну, в культуре вообще, это очень важный такой объект для проекции. На него все время что-то проецируется. Вот, страх будущего, не знаю, восхищение прошлым, там, как в случае с пионером, все что угодно. То есть вот за этими напластованиями реального ребенка, это, в общем-то, рассмотреть, это еще отдельная работа. А чтобы рассмотреть реального, мы должны проводить эти операции развлечения, да, потому что, ну, опять-таки, окей, советский пионер, да, но ведь очень важно, из какого социального слоя этот пионер, да, вышел, потому что советское общество, оно не едино.
и все-таки в нем существовали классы, там, социальные страты, и это тоже задавало, да, определенную картину. Поэтому я понимаю, что вы как бы подводитесь к тому, насколько вот эта система ломала людей, насколько она их переделывала, насколько она их перемалывала, и что мы имеем дело сейчас с такими переломанными системой людьми, да, там, вот, в старшем поколении. Отчасти да. Но вот если говорить теоретически, да, все-таки я здесь такой полюс теоретика, да, представляю, то вот эта идея перемалывания населения, да, властью вот сверху вниз, это, собственно, тоталитарная концепция. Да, она появилась в определенное время как способ объяснить, что происходит в Советском Союзе. Люди, которые работали с этой концепцией, они много сделали, да, то есть объяснены механизмы насилия, да, там, как работает идеология, но позже выяснилось, что тоталитарная концепция объясняет не все. Есть ниши, которые она объяснить не может. Да? Вот одна из этих ниш, как люди встраивались там, в тоталитарную или посттоталитарную систему, да? Как они формировали советскую культуру снизу. Да? И вот как раз об этом говорят исследования там, повседневности, там, антропологии советской культуры, антропологии детства. То есть я к тому, что как только мы начинаем подходить к реальности, мы начинаем задавать все больше и больше вопросов, потому что иначе реальность замещается мифом. То есть это работает так. Вот, поэтому вот для меня, как исследователя, к сожалению, все неоднозначно, скажем так. Хорошо, тогда от острой темы детей перейдем к более острой теме гендерного равенства. Да, потому что я все-таки пытаюсь вас подвести к тому, что система-то перемалывала, вы не хотите подводиться, и это очень хорошо. И, кстати, напоминаю, уважаемые зрители, что у нас прямой эфир, и вы можете прислать свои вопросы, и я их озвучу для Ольги Романовой. Ольга Романова — это культуролог, который исследует советский и постсоветский период, и мы сегодня говорим о том, как межличностное взаимодействие сегодня заимствует некоторые советские практики. Да, по поводу гендерного равенства. Еще при начальных этапах построения советского государства эмансипация женщин декларировалась как один из основных постулатов. Долой кухонное рабство и прочее. И действительно, в первые, наверное, 2 десятилетия процесс действительно происходил, и было видно, что ранняя советская женщина — это совсем не то, что женщины там при Российской империи. Однако позже этот проект незаметно свернулся, и вот произошла та ситуация, о которой вы говорили, что женщина находится в двойных долговых обязательствах. Она исполняет и какие-то профессиональные обязанности, и по-прежнему вовлечена в эту вот патриархатную культуру обслуживания. И сегодня, собственно, мы видим продолжение этой старой советской истории. Эти нашумевшие рекламы Марк Формель, которые, опять же, эксплуатируют гендерные стереотипы. И последняя реклама там немножко с инверсией, эти гендерные стереотипы, но тем не менее это не отменяет того, что было бы сложно представить такую рекламу в Европе или США, потому что там уже апеллировать к теме сексуальности как к теме чего-то запретного и играть сугубо на гендерных стереотипах — это проигрышный вариант, потому что аудитория на это не откликается. Почему наши потребители позволяют, чтобы к ним обращались вот так, как к раздетым телам? Ну, давайте тогда вернемся к тому вопросу, как свернулась или модифицировалась, да, вот эта советская эмансипация 20-х годов, чтобы понять, что произошло дальше, да, и с чем мы имеем дело там сегодня. Ну вот если схематично, то действительно там 20-е годы, да, это такой проект советской эмансипации. Буквально первым же декретом большевики отменяют церковный брак, да, они
разрешают брак гражданский, партнерство там, мужчины и женщины, вступление в брак и развод становится очень простой процедурой, и параллельно начинается вот эта пропагандистская кампания по освобождению женщин. Ну, понятно, что если говорить о том, какими целями это пропагандировалось сверху, да, то тут вряд ли только идеалистические или гуманистические там цели, нужны были рабочие руки. Новому государству нужны были рабочие руки, для этого женщин надо было каким-то образом приобщить к производству. Да, и, но при этом были сильны вот эти утопические проекты, что очень скоро все советские люди будут жить в городах совершенно иного типа, в домах совершенно иного типа, да, будет коммунальное хозяйство, такое коллективные и дома там, по принципу общежития, ну, были такие проекты. И там человек, например, не будет готовить еду себе дома. Да, и действительно строятся фабрики кухни. Одна из них есть в Минске, да, вот за Красным костелом находится здание, которое было построено именно как фабрика кухни. Ну, о том, что это фабрика кухни, я узнала намного позже, потому что я его узнала в поздние 80-е, ну, как бы через слухи, потому что это место называлось «Реанимация». Вот. По слухам, там раньше всего в городе начинали продавать пиво, да, и утром, значит, перестроечные алкоголики выстраивались в очереди, вот, чтобы отдохнуть. Потом там был какой-то бар. Но само здание было выстроено именно для того, чтобы освободить женщин от кухонного рабства. Вот, то есть в Минске в этом смысле тоже есть следы, да, вот этой вот там. И заместить, я так понимаю, рабством пивным. Ну, я просто к тому, что произошла совершенно анекдотичная, да, такая ситуация, очень забавный перевертыш, да, такой. Вот. Параллельно власть запускает там программы ликбеза, да, то есть женщин, ну как и мужчин, впрочем, учат грамотности, и параллельно существует такая мечта мировой революции, да, потому что еще в 20-е годы кажется, что скоро полыхнет по всему земному шару, да, и вообще весь мир изменится. Да, и вообще, в принципе, 20-е это время такое революционно-утопическое, да, такой яростной утопии. И вот как раз с 29-го года, да, начинается такой перелом и во внутренней политике, да, и в проектах, собственно, будущего, то есть и в искусстве, и иногда период сталинский по отношению к 20-м рассматривает как контрреволюцию. Да? И в рамках этой контрреволюции вот, проект эмансипации, он не сворачивается на самом деле, он переинтерпретируется. Это очень интересно, да? Потому что Сталин, ну, во-первых, он сначала говорит, что нам нужно больше советских граждан, да, и у женщины есть, в общем-то, очень важная в этом деле роль, да, она должна производить советских граждан как можно больше, а в 1936 году запрещает аборты, да, то есть он берет под контроль фактически, да, женское тело. Вот. И тут еще надо иметь в виду определенные социальные процессы, да, потому что, собственно, большевики взяли страну с крестьянским населением в своей основе, да, там больше 80% это были крестьяне. У крестьян были определенные традиционные там представления, да, о мире, и вот авангардный проект и авангардное искусство, там, крестьяне или новые горожане не принимали, ну, в принципе, то есть им этот язык был непонятен. А вот язык сталинской культуры оказался им очень близок, да, и поэтому вот это возвращение вот этих патриархатных норм, это такое согласие и сверху, и снизу. Это вот к вопросу о том, да, что не все насаждается сверху, что советская культура в том числе, да, формировалась и снизу, да, то есть советский человек сам себя в каком-то смысле, да, перемалывал по собственному согласию. И получается, да, такая система, когда, да, женщина, согласно Конституции сталинской,
обладает всеми правами, да, признана на уровне Конституции ее равенство, да, она имеет право там, на труд, на отдых, на получение образования, и при этом через кино, литературу, партийную риторику и разного рода вот эти вот ритуалы, да, как то наблюдение там, вот, за частной жизнью граждан и контроль, да, такой через парторганизации, формируется вот эта вот такая архаичная оболочка. Да? То есть получается, что этот пример, да, как это произошло, он очень интересно как бы, ну, экстраполируется, что ли, на другие области, потому что получается, что всю советскую модернизацию, да, вот все завоевания советской модернизации можно рассматривать как модернизацию с таким традиционалистским архаичным ядром, когда меняется, ну, там, строятся заводы, да, там, граждане, ну, там, объявляются гражданами свободной страны с набором прав там, и свобод, да, и у них есть там право, вот Конституция сталинская гарантировала право на тайну переписки, на свободу уличных шествий и митингов, на свободу печати. Вот если сталинскую конституцию посчитать, это такое высокохудожественное соцреалистическое произведение. Да? Вот. А внутри остается вот эта архаичная оболочка. Поэтому все эти свободы, да, это такая ширма, вывеска. А внутри нее вполне себе архаичные отношения, в том числе вот между там, властью и человеком, между там, мужчиной и женщиной, ну и так между там, родителями и детьми. То есть такой вот традиционализм с сверхконтролем. Ну вот если резюмировать нашу сегодняшнюю беседу, то вам не кажется, что сейчас происходит ровно тот же процесс? То есть любая модернизация, она строится вокруг архаичного ядра, и это процесс происходит как со стороны власти, так и со стороны, ну, достаточно большой части оппозиции, потому что оппозиция у нас, если посмотреть на ее проекты и риторику, это тоже очень консервативный, патерналистский, не назову это институтом, но, в общем, сейчас все, что я читаю про оппозицию, это бесконечные дебаты, кто возьмет под контроль марш рассерженных белорусов, и все, что люди спрашивают в комментариях к этим текстам, почему эти марши нужно брать под контроль, и что плохого в том, что люди там, в Витебске, например, самоорганизовывались. Вопрос мой вот в чем. То есть возможно ли на личном уровне изменить систему? То есть, ну вот, допустим, оппозиция — это лидеры мнений для определенной части населения, и они вольны не транслировать определенные отношения между людьми, но они их транслируют. И если бы вдруг случилось чудо, и это изменилось бы, как вы считаете, поменялась ли бы ситуация вот в плане того, что мы бы там потеплели друг к другу? Ну, какой-то такой сильный тезис заключительный вы сейчас высказали, да, я опять его попробую сделать чуть более относительным, потому что как бы современность сейчас не едина, да, в ней как бы очень таким хаотичным набором сосуществуют самые разные группы ценностей, да. Там, оппозиция тоже не придерживается там, советских ценностей во всем комплексе, да, но она перенимает, например, вот именно вот этот патриархатный там, комплекс. Это действительно есть, об этом многие пишут, когда критикуют там, какую-то риторику. Вот, так что мы имеем дело как раз с разного рода осколками, да, вот, советской утопии. Теперь вопрос, что делать, мне кажется, что ну, вы очень правильно говорите о том, чтобы начинать с себя, да, и, в общем, обретать те ценности, которые не связаны там, с архаикой, да, там, это, традиционализмом, и, там, не знаю, делать какие-то соответствующие проекты, исследования, да, но то, что мы там все пытаемся в той или иной мере делать. Какой-то еще я очень важный момент хотела сказать, чтобы так закончить. Вот, вспомнила.
И мне кажется, что вот сейчас идут очень такие важные процессы в обществе, которые уже таким коллективным усилием как раз начинают разбивать и пытаются разбить, да, те осколки советского, которые остались сейчас, и долгое время о них вообще не говорилось, умалчивалось, да. Я имею в виду и акции против насилия, да, я не боюсь сказать, например, да, потому что когда об этом стали говорить, общество прокололось в двух местах. Да. С одной стороны, проявилась вот эта вот агрессивная такая патриархатная риторика мужская, да, а с другой стороны, как бы была обозначена проблема, да, что есть насилие, и оно связано с определенным типом отношений. Не менее важно, мне кажется, там флешмоб такой сейчас, ну не флешмоб, даже скорее очень такой проект, который существует против насилия в родах, да, потому что, как мы сказали в самом начале, да, вот эта вот больничная система, она тоже, она может быть модернизирована по оборудованию, да, но она архаична вот по своей и глубоко советская по отношению к человеку. И то, что об этом сейчас начинают говорить, мне кажется, что это ее рано или поздно, ну, подточит. То есть я к чему? Что да, мы имеем дело с какими-то осколками советского сейчас. Но это именно осколки, фрагменты, да, они используются определенными группами в определенных целях, да, мы там говорили ностальгическое, не знаю, политическое, ну какие угодно. И все больше и больше идут такие волны общественного протеста, что ли. Мне кажется, что мы, в общем-то, живем в крайне интересное время, да, когда вот просто, не знаю, кожей чувствуешь, что времена меняются, что вот одно время заменяется другим. Ну, я прямо вот правда это чувствую. Спасибо большое, Ольга. И мы заканчиваем наш прямой эфир передачи «Горизонт подей». Заканчиваем его на оптимистической ноте. Ольга Романова сказала, что можно начать с себя, и времена изменятся в лучшую сторону, и я с ней согласна. До следующей недели.